Сумел выиграть в схватке у представителя России. Случилось это по итоговому счету 3-0. Вот так вот достаточно уверенно монгольский борец действовал. И вообще надо сказать, что он досрочно побеждал в предыдущих встречах. И только по очкам выиграл он у Артура Байрамукова. Это говорит о хорошей подготовке монгольского спортсмена. И посмотрим, насколько готов ему противостоять Нурбек Аканов. О нем тоже замолвим словечко. Представитель Кыргызстана очень сложный поединок имел на старте. В четвертьфинале он только 3-2 сумел выиграть. Но позже, причем там была зафиксирована чистая победа. Он проигрывал 0-3, представляете, но сумел провести прием, который в итоге позволил ему стать победителем. Вот так вот уступая 0-3, казалось бы, а тут, видите, уже в финале. Ну и со счетом 2-0 он переиграл в полуфинальном поединке своего соперника. Также досрочно выиграв у Ханаева, которому сейчас предстоит битва за бронзу. Ну а здесь прошло уже четверть минуты, и пока спортсмены не продемонстрировали приемов, которые закончились набранными очками, до 100 килограммов. Уже такие парни внушительные. Супертяжи вслед за ними появятся на ковре. Монгольский борец, соответственно, в синем кимоно, в зеленом представитель Кыргызстана. Параллельно следим за противостоянием российского борца Артура Байрамукова. Он бьется за бронзу. Очень хороший прием. И это досрочная победа. Поднятая рука. А вот так вот. Победа достается теперь уже чемпиону Нурбеку Аканову. И это при том, давайте вернемся к моей фразе, что он уступал Эскархану Асканову в своем дебютном поединке в четвертьфинале 0-3. И сумел провести прием, подобный этому. В то же время Анар Дордж настолько уверенно продвигался к финалу, как танк. Ну, давайте, может быть, не все акценты сейчас расставим. В таких случаях всегда сторона, которой присуждается чистое поражение, протестует. И сейчас разводят в разные углы ковра, в разные стороны спортсменов. На повторе все, затаив дыхание, наблюдают. Но Нурбек Аканов уже порадовался и может продолжать это делать. Нурбек Аканов становится обладателем золотой награды. Еще один представитель Кыргызстана. Чистая победа, которая очередную медаль приносит в копилку сборной Кыргызстана. Да, быстрым получился и этот финал. Вот в этом и зрелищность борьбы на поясах, где вот так вот лихо все может перевернуться с ног на голову. Опять же таки, Анар Дордж, который так уверенно выигрывал во всех сегодняшних противостояниях. Ну, не думаю я, что кто-то предполагал, что все вот таким вот образом закончится для... Да ладно, не просто таким образом, а вот так быстро. Это вторая золотая медаль сборной Кыргызстана. Нурбек Кажубеков стал первым обладателем золота. Кстати, пока только золотые у представителей Кыргызстана. Ждем, как Артур Байрамуков справится со своим оппонентом Анатолием Молдаваном. У них все достаточно сложно. И